Вот Алан Чочиев нам говорил, и в принципе он нам посоветовал, чтобы мы с вами побеседовали. Вот Нартиада или вот нартовский эпос, как-либо в этом эпосе отражены все эти события. И вроде вы с Аланом Чочиевым сотрудничаете. Ну, вы знаете, мы с ним, да, это делаем, и, в общем, мы довольно много спорим, мы далеко не во всем с ним совпадаем, далеко не во всем с ним согласны. Ну, это, в общем-то, понятно, потому что Алан занимается духовной сферой, духовной культурой, социальной историей и так далее, а я занимаюсь материальной культурой. Вот. И вещи довольно друг от друга, ну, далеко уходящие, да? Вот. Это первое. Второе. Я тоже всегда обращался к Нартиаде, например, когда мы публиковали эти курганы скифские. Ну, ту же Байкару, например. У меня там тоже целый раздел написал, объяснение вот этих конструкций курганных. Ну, Нартиады, осетинской этнографии. Ну, там, ну, например, такой сюжет, вот этот день резания дерна у дегорцев есть. Когда идут на кладбище поминать, и по дороге отрезают несколько куски дерна и кладут их на могилу. Да. Вот вам, например. Да. Например, зернотерка в сарматских могилах, которые, я об этом тоже уже и писал, и в диссертации своей, которая закрывала вход в катакомбу сарматскую. Зернотерка. Затем уже жернова маленькие в раннеаланских катакомбах, тоже в входах лежали. Это Тамерлан Габуев откопал в Виноградном, там первый раз такие вещи выскакивали у него. Потом 10-12 век аланский могильник, ну, Змейский, например. Да, Змейский, я там тоже работал уже вот с ребятами. Ну да, и с Зуцевым Феликсом, и с Рустемом Федаровым. Там тоже ведь эти вот, ну, это объяснение там, чтобы жернова там твои в землю уходили. Ну, это все, да, это же этнография. То есть это объясняет нам вот это вот смысл вот этих вещей. И, наконец, на остинских склепах есть или имитации из шиферных плиток. Это я помню, мы с Тменовым, с Виталием очень много на эту тему спорили. Он потом сказал, да, согласен. Или я находил там прямо кусок жернова, вмазан. И вот выстраивается от Сармат, рубежа тысячелетий, 2 века до нашей эры, до средневековых осетин непрерывная линия развития, понимаете? Вот на этом маленьком эпизоде. Вот такое дело тут, ну, очевидно. Тут деваться некуда. Или когда вы едете в ту же Сибирь, например, да, и Центральную Азию, и вот, ну, в той же Туве, например, вот вы едете по дороге и вдруг читаете «Река Арадан». Начинаются вопросы. Вспоминаем Абаева. Дан, Дон, ну и так далее. Ардон, Арадан, все замечательно. Начинаешь думать, это уж не может быть. А почему? Это в Туву идет дорога. А там как раз Аржан-1, Аржан-2, там все забито скифскими курганами. Понимаете? И вот такие вот вещи. Меня это всегда интересовало. Вот я считаю одним из своих учителей, ну это может быть даже самым главным, это был такой, ну это известное в Осетии имя, Тамерлан Бекирович Тургиев. Он мне всегда говорил, перестаньте заниматься этой ерундой. Не надо эти все типологии, это мы выдумываем. В археологии важно понять, почему этот горшок здесь лежит, и почему именно этот, и почему именно здесь, и почему именно вот так это сделано. А это объяснит только этнография. Ну и, конечно, тут еще и лингвистика. Ну, это, понимаете, это нужно комплексно исследовать. А что касается более ранних эпох, если, ну, так сказать, скифы, там, сарматы, раннее железо, тут уже это было вчера, грубо говоря.
и бесспорная связь осетин современных с этим, ну, это же понятно. Это вопрос решенный, грубо говоря. А более ранней эпохи начинаются проблемы. Ну, они начинаются, понимаете? Вот. Но, с другой стороны, вот, к сожалению, осетинский эпос очень плохо опубликован. Вот это сейчас 7-томное уже издание, которое так долго ждали. Оно вышло, к сожалению, только на осетинском языке, и поэтому его могут читать только осетины. Да. Но надо, чтобы с ним могли работать все. Вот, ну хорошо, мне Алан очень много помогает, он мне там читает кое-что там и так далее. Вот один сюжет был очень интересный с оленными камнями, например, тоже центральноазиатский памятник, и я их, в общем-то, семантику из Нартиады попытался объяснить. Получилось, это было очень неожиданно и для меня тоже, вот, но тем не менее получилось. Скандальная была история, вот. Но, понимаете, а это уже, я сейчас просто говорю, мы пойдем от раннего железа пораньше. Оленные камни, на них изображены предметы, ну там оружие, украшения, там осилки карасукской культуры. А карасукская культура — это 14-10 век до нашей эры. Вот это уже середина 2-го тысячелетия, понимаете, до нашей эры. И если памятник объясняется из Нартиады, ираноязычной, тут уже начинаешь чесать затылок. А оленные камни, между прочим, в основном на территории Монголии, Тувы и Восточного Казахстана. Печально, но так. Они есть и на Северном Кавказе. То есть они, грубо говоря, если на карте вот будем закрашивать, да, регион, где их больше и где их меньше, у нас получится большое черное пятно. Монголия, вот здесь немножко Синьцзян, Тува, а потом пойдут вот такими вот пятнами, все меньше, 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 более серыми, до Магдебурга. Понимаете, какая штука? Значит, они идут оттуда. И начинаются вопросы, а откуда тогда пошла Нартиада? Дело вот в чем. Дело в том, что там, опять же, в Сибири, об этом уже многие, даже довольно многие уже это заметили и говорили. Это никакая не Америка, просто этим не занимается специально. Предшествует вот этой вот, ну, этим оленным камням эпохально так называемая окуневская культура. Это грандиозная совершенно. В Сибири? В Сибири, да. Средний Енисей. Ну, она Сибирь, Горный Алтай, там Каракол, там Елунина, Кротово сюда, в Западную. Это блок культур родственных. Где совершенно четко, вот, на глазах, прямо скифские элементы. Например, ушастый грифон на окуневских стелах, вот он, любуйтесь. А это катакомбное время. Вы понимаете? Это конец 3-го и начало 2-го тысячелетия до нашей эры. Уже готовые скифские основные элементы, ну, грифон, хищный зверь и так далее, уже там, в это время. И вот тут уже начинаешь думать, вы понимаете? То, что эта информация передается практически с 3-го тысячелетия до нашей эры, да? Она могла передаваться только в устной традиции. Так? Да, конечно. Письменности же не было. Не было. Но мы же знаем 1000 примеров, если язык меняется, вот он отсекся, все, традиция пресекается, если она не письменная. Значит, не менялся язык. Я же говорю, я сейчас не говорю о чем-то доказанном, я просто говорю о том, как это я думаю, как это я вижу. Но ведь это же факт. Если меняется язык, вот посмотрите на туркменов, на некоторые туркменские роды. Это же саки. Да. Это саки.
Просто в какой-то момент пришел тюркский язык, и все. И Штырх-Исау сменился на, правильно, на тенгри. И все кончилось. А антропологически это саки. Значит, вот эта традиция все-таки была, но мы уже в 3-м тысячелетии, вы понимаете, о чем речь идет? Виднарский эпос же есть и у адыгов. Ну это да, ну и что? Просто нардский эпос, конечно, самая его, ну, скажем, древнейшая версия и основная его версия, она ираноязычная, она осетинская. Это уже давно доказано и гораздо более серьезными людьми, чем Наглер. Нет, сейчас да, очень, то есть очень... то, что адыги в себя вобрали какие-то аланские, так сказать, вот, иначе быть просто не может. Ну пусть не может быть. В конце концов, были браки. Вот, были браки. Ну, например, было многоязычие, были дяди, вот, ну, были племянники. Вот у кабардинца был племянник, вот осетин, дядя. Это же все было. И, конечно, это все взаимодействовало, а как иначе? Вот. Ну, а что касается вот этих вещей, вы понимаете, ну тут я просто не случайно говорю, вот, ну, понимаете, это, может быть, звучит дико, но на сегодняшний день, увы, у меня нет просто другого сравнения. Вот это вот овальное сооружение, вот эта вот двухступенчатость. Здесь на верхней ступени еще было помещение. Вы понимаете? А это есть только одно сравнение. Это овальные храмы Месопотамии. И только, опять же, в Месопотамии вот этот строительный принцип соблюдался, когда предшествующий храм становился ядром следующей надстройки. И он, вот этот вот рос, этот храм, да, вокруг этого древнего ядра. И эта преемственность, конечно, вот она. И вот она здесь, в этом кургане, вот она. То есть этот курган где-то 1000 лет, да, достраивался примерно? Ну, на да, протяжении 1000 да. лет и происходили захоронения. И он достраивался в одном модуле, понимаете? Он достраивался в одной архитектурной традиции, в одной форме. Она жила в мозгах у людей. Значит, религия жила. Вот здесь, на этой территории, жили какие-то духовные, ну, элементы духовной культуры, религии, прежде всего, безусловно, которые это помогали сохранить. Ну, как это иначе объяснишь? Вот так я смотрю на этот памятник. Что самое смешное, когда мы полезли и увидели вот это все великолепие, и когда уже, наконец, всех, вот, кто не приходил, не приезжал, что называется, вот так носом ткнули, теперь мне покажи, что тут насыпано. Тут все глинобит. Кто тут что сыпал? Это строили, понимаешь? Да, понимаю. И тут же, а у меня ж такое ж было, вот ты знаешь, я копал в 95-м, там похоже было, ай-яй-яй-яй. Я обратил внимание. Понимаете, началось. Вот сейчас уехал вот коллега мой, он копал весной, недалеко здесь один курган, и я по телефону с ним говорил, это старинный мой друг, вот из моей еще прошлой жизни. И он мне говорил, начал копать, и я ему говорю, слушай, попробуй почисть не только стеночку, но и сверху. Ну, может, выскочит. Присылает фотографии. Такие точно комки. Потом я полез еще в несколько отчетов. Тоже здесь же копали другие эти курганы. И то же самое. Просто у людей в голове, понимаете, была насыпь. А насыпь это что? Ну, насыпали. Ну и бог с ней.
То есть, понимаете, вот я поэтому говорил, не случайно, какой-то этап, видимо, ну вот нашей науки, но он каким-то образом завершается, может быть. Просто осознание пришло, что все вот, что мы, ребята, натворили, грубо говоря. Вот теперь ведь страшно об этом думать. Вот здесь, например, я статистику смотрел. Первая аэрофотосъемка, допустим, ну, условно говоря, вот какой-то там район, вот тут, и там зарегистрировано 5000 курганов. Ну, снимали, да? 70 там какой-то там год, 5-й там или 2-й, бог его знает, опять делали. Их уже не 5000, а только 2500. И 80 там какой-то год, их 500, а на сегодняшний день 7. 7! Большие курганы остались еще, средние, а все остальное снесено и распахано. Мы уже никогда не сможем изучить рядовое население. Ну, кто в этих малышах был захоронен? Мы потеряли всю историю тут. Вы понимаете, что произошло? Вот что произошло. А в больших мы потеряли периферию. И ежегодно, копая сейчас, мы сносим архитектуру. Вот что тут происходит. Ну и самый конец, что касается опять вот этих вот вещей. Это звучит, конечно, дико, где Месопотамия, где Центральное Предкавказье. Но, ежели мы вспомним, что в майкопских древностях месопотамские вещи известны, вплоть даже до печатей вот этих вот, да? А чему удивляться? Чему удивляться? Миграция шла, да? Медленно. Или это были трудно люди одной сказать. культуры? Сейчас мы сделаем здесь все. И архитектуру мы сделали. Мы сделаем здесь радиоуглерод. Все могилы продатируем. От и до. И здесь получится, наконец-то, абсолютная хронология, которой до сих пор здесь нет. Мы сделаем здесь антропологию. От и до. Такого еще тоже не было. И мы сделаем генетику от и до. А тогда мы будем говорить. И самое последнее. На этом закончу я. Есть интересное такое описание в Нартиаде «Дом Шердона». Правда? Ну, дикость какая-то непонятная, да? Что-то там через крышу надо в него залазить, там какие-то сидят голые женщины на коровьих этих головах. Да, и бог знает чего. Так есть же к этому рассказу иллюстрация. Чатал-Хуюк. Да. Вот он. Возьмите эту реконструкцию и положите рядом текст Нартиады. И вы увидите, что это просто текст, описывающий вот это святилище, вот этот храм. Возникает вопрос, когда записали этот сюжет? Правильно, в XIX веке. Надо полагать, не совсем образованного, не отшлифованного диссертациями старика-осетина. Так? Традиционного. Ну как мог он знать про Чатал-Хуюк? Его раскопали в конце 50-х годов 20 века. Надо с этим жить. Это факты. Они требуют объяснения. Вы понимаете? А объяснить мы их сможем только тогда, когда мы будем не насыпи сносить бульдозерами, а копать архитектурные Кстати, вы используете памятники. бульдозеры. А мы их используем, видите, на что? На отвалы. Все на насыпи. Вот именно, да. Мы их используем на отвалы. О вашей совместной работе что-нибудь вы можете рассказать? Да ну что рассказать. Алан очень много написал всего, на мой взгляд. Это безумно интересно, то, что он написал. Ну, он же вот в этой первая его еще работа, это 85-й год, по-моему, первая монография его была. Вот, как раз социальная история, Остин и так далее. Вот. Но это, конечно, эта работа была, конечно, это эпохальная была работа. Вот. Но вот следующие его работы, конечно, они
значительно шире. Вы понимаете, это глыба же здоровая, которую он вот пытается взять и понять, и раскрутить, где удачно, где, как у всех, он же тоже человек, как мы, как все. Вот. Но сделано, конечно, много, это очень, там совершенно шикарные есть мысли, вот, какие-то даже открытия очень серьезные, которые, я думаю, поймут по-настоящему не так скоро. Там и таких много, понимаете? Вот. И у нас же такая была, идея или что ли. Собственно, у него. Понимаете, в тех частях, где это возможно, попробовать, так сказать, вот археологические какие-то вот примеры, какие-то вот подтверждения. С эпохой раннего железа проблем никаких нет. То все уже, собственно, и сделано. Вот. То есть те же оленные камни, те же медицинские инструменты, там и тоже скифские, вот, интересно, я их тоже публиковал. Вот. Много кусков. Вот эта история с жерновами, например. Их много. С котлами там. Вот. С эпохой бронзы, чем дальше мы скажем, до Карасука это можно спокойно дотягивать с оленными камнями до 2-го тысячелетия. Выйти в 3-е без проблем. Это можно. Там просто, понимаете, не просто элементы, это уже там их много, это уже система. Вот. Что касается вот этих вот вещей, остальных, понимаете, сам факт нахождения здесь вот таких вещей, как вот этот курган, тоже достаточно красноречив. И единственная параллель, которую мы на сегодняшний день видим, она неожиданно вон аж где, вы понимаете? Вот. Алан считает, что Нартиада невероятно древний памятник. Вот. Может быть, он и совершенно прав. Может быть, он прав только отчасти. Здесь я не берусь судить. Я не специалист в этой области. Вот. И то, что в Нартиаде какие-то, безусловно, невероятно древние вещи есть, об этом никто не спорит. Я, например, абсолютно в этом убежден. И еще раз говорю, оленные камни – это, пардон, вон какое время. Это середина 2-го тысячелетия до нашей эры. 2-го. Вы понимаете? Но что самое смешное, там вот эти сюжеты уже, то, что Алан называет, уже когда это все закостенело, это поздние уже сюжеты. Тогда, когда знать уже образуется. Вы понимаете, о чем речь идет? Только предшествующее развитие, если возьмем, это же Бог знает, в какую древность уйдет. И вот я же говорю, вот эти... Что из этого всего получится, трудно сказать. Вот. Скорее всего, это получится совершенно независимые друг от друга вещи под одной обложкой или друг друга цепляющие частично как-то. Сферы разные, понимаете. Материальная культура и духовная культура, они разные. Одно отражается в другом. Вот материальная культура. Бац, включил компьютер, а он, пардон, китайский. Да. Я же не китаец, и, пардон, здесь не Китай. Да. И вот мы нашли здесь китайский компьютер, китайские штаны. Здесь сейчас все китайское. Значит. Понимаете, о чем речь идет? Во всяком случае, материальная культура должна отражать что-то духовное. Конечно. Да. И тогда, когда это все цепляется, слов нет. А самое главное, мы постоянно, это, наверное, у нас социалистическое воспитание, мы постоянно забываем о религии. А религия еще 200 лет назад, все было религией. Каждое движение было религией. Кушать, пить, это все было религия. Это ритуалы. Мы просто об этом забыли. Понимаете, как это оторвать? Вот религия. Вот. Алан пытается как раз вот эти вот вещи именно увязать, в религию залезть, ее выкрутить.
Он много написал. Что сказали, да, что все эти могилы в одном культе были похоронены. Скажем так, знаете, в Германии говорят, есть я und есть nein, есть яин. Этим надо заниматься. Когда генетика начинает вмешиваться в дело, вот новосибирцы раскопали мумии, ну, Кальджин, там, Укок и так далее. Вот. И они сделали генетику. До сих пор все не могут вообще понять, как. Вы знаете, кто прямые потомки вот этих товарищей, которые алтайских скифов? Селькупы. Мы постараемся поскорее эти образцы все в работу пустить, потому что, ну, это же долго, это деньги, время. Но я думаю, что на будущий год-то уж, к середине будущего года уж думаю, что это выйдет. Да, я тоже. В этом очень много заинтересованных сейчас людей. В частности, наш институт в этом безумно заинтересован. Ведь, по сути, уже сейчас, в общем-то, надо переписывать эпоху бронзы. Ну, не всю, наверное, пока, но в значительной мере коррегировать. Ну, например, с намадами. Ну, какие-нибудь намады с такими глинобитными традициями. Потом вокруг этого храма надо жить, его надо мазать, его надо, понимаете, содержать. Тут надо проводить какие-то вещи. Ну, какие же они намады? Где они, пардон, намадировали? Вот тут вокруг. Димон, вот это что такое? Громила. Могилы дают такие надстройки, а инвентаря мало. Я вот об этом. Вы говорите, это впервые? Да. Могилы же здоровенные. Они нарочито пустые. Им не надо было вот этого всего. Вот это же время. Где-то в других вот местах есть курганы, тут же неподалеку, поменьше. Там уже вещички лежат, там что-то старались. Им не надо было стараться, понимаете? Им не надо это было. Ну, понимаете, ну как? Мне думается, что здесь чисто психологически вот что играет. Да. Вот когда шел рыцарь, вот шпоры, вот у него меч, а он мог вообще в драных штанах быть, в рубище. Ему не надо шубу. У него шпоры, он рыцарь. Вот это здесь то же самое. Все знали, кто здесь лежит. А здесь даже только родившийся, там косточки вот так вот все летит. Уже с горшочком он лежит. Охрой обмазан. Могилка оформлена. Это не простой ребеночек умер. Владею, да. Или русским учишься. В общем, потом все равно. Без разницы. Ну вы там научились, здесь уже. Почему? Мы в семье говорим. Семейно